Барлықтарыңызға сәлем. В этом видео я хочу рассказать вам о вопросительных предложениях в казахском языке. В казахском языке есть 3 вида вопросительного предложения, но в этом видео я хочу рассказать вам о 2 видах вопросительного предложения. А если вы знаете английский язык, в английском языке есть general question, то есть общий вопрос, и special question, специальный вопрос. Так вот, в казахском языке также есть общий вопрос и специальный вопрос. Общий вопрос требует ответа «да» или «нет». Например, ты сегодня был на работе? Да, был на работе. Или нет, не был. И специальный вопрос: ты вчера домой когда пришел? Уже мы спрашиваем, детализируем, когда мы пришли домой. Не просто «да», «нет», а вот нам нужно ответить развернуто и сказать, во сколько мы пришли. Первый общий вопрос образуется с помощью вопросительных частиц ма-ме, ба-бе и па-пе. То есть, например, киноға барасың ба? Пойдешь в кино. Шай ішесің бе? Будешь чаю. Тамақ жейсің бе? Будешь кушать. Ұйықтайсың ба? Будешь спать. Как правило, эти вопросительные частицы пишутся в конце предложения. Пишутся эти вопросительные частицы раздельно. Давайте приведем пример на общий вопрос. Сен бүгін киноға барасың ба? Ты сегодня в кино пойдешь? И вопросительный знак. Ба стоит в конце и раздельно. Почему ба? Потому что мы будем смотреть на последний звук перед частицей. Это н. Так, бабе добавляется после н, з. Н, з будем добавлять ба, либо бе. Так как у нас последний глагол, то есть глагол по звучанию твердое, мы добавляем ба. Барасың ба, а не барасың бе. Да, то есть здесь бе будет неправильно. Хорошо, идем дальше. Он пойдет в кино? Ол бүгін киноға барама? Он сегодня пойдет в кино. А здесь уже не бараба, а барама. Почему? Потому что маме добавляется первое после гласных, после всех гласных, неважно. После всех гласных, и второе после согласных л, и краткое, р и у. Вот. Ол бүгін киноға барама. Он сегодня пойдет в кино. И ответ должен быть я барады, да, пойдет, или либо жоқ бармайды, нет, не пойдет. Это и есть общий вопрос, который требует ответа либо да, либо нет. Вот и все. Теперь переходим на специальный вопрос. Специальный вопрос образуется с помощью специальных вопросительных местоимений. Это кандай, какой, кайда, куда и где. То есть кайда не только где, это еще и куда. Дальше кашан, когда, калай, как, каким образом, кем, кто, не, что, неге, почему, зачем. С помощью этих вопросительных местоимений мы образуем специальные вопросы. То есть, например, где ты проживаешь? На этот вопрос мы не можем ответить да или нет, а мы должны полностью ответить, где мы проживаем. Сен қайда тұрасың? Где ты живешь? Мен Алматыда тұрамын. Я живу в Алматы. Мен Нұр-Сұлтанда тұрамын. Мен Ақтауда тұрамын. Мен Оралда тұрамын и так далее. Кино қашан басталады? Когда начнется фильм? Кино сағат 10-да басталады. Фильм начнется в 10 часов. То есть мы отвечаем развернуто, даем полный ответ. Посмотрите внимательно. Почти все вопросительные местоимения начинаются на к, либо на к. Только не и не ге, да, на не. Важно запомнить, что вопросительные частицы ма, ме, ба, бе, па, пе и вопросительные местоимения кандай, калай, кашан, неге нельзя употребить в одном предложении. Это будет очень большой ошибкой. То есть, смотрите, сен қайда Алматыда тұрасың ба? Қайда – это вопросительное местоимение, и ба – это вопросительная частица. Вот так задавать вопрос неправильно. У вас вариант либо с қайда, либо с ба. Сен қайда тұрасың? Тогда уходит слово Алмата. Сен қайда тұрасың? Ты где живешь? Либо
Мы убираем кайда и говорим сен Алматыда турасың ба? Ты живешь в Алмате? Да, то есть мы выбираем либо кайда, либо ба, но двоих нельзя использовать в одном предложении. Еще раз, в казахском языке есть 3 вида вопросительного предложения. Сегодня мы с вами прошли. Первый — это общий вопрос, второй — это специальный вопрос. Первый общий вопрос образуется с помощью вопросительных частиц маме, бабе, папе. Пишутся они в конце предложения и говорится в конце предложения в зависимости от глагола перед частицей. И специальный вопрос образуется с помощью специальных вопросительных местоимений. Это калай, кашан, кайда, кандай и так далее. Нельзя использовать в одном предложении.